В 60-х годах официально был учрежден праздник День Победы 9 мая. Его отмечали по всей территории Советского Союза, ибо ни одну семью не обошла самая кровопролитная, жестокая и разрушительная война. Самые большие людские потери в этой войне понес Советский Союз. Самое большое количество разрушенных городов, сел и деревень было на территории Советского Союза. И поэтому праздник 9 мая в памяти у всех жителей бывшего Союза, а теперь у нас, жителей Эстонии, где у некоторых своя история, ложная и неправдивая. В канун праздника прошли различные мероприятия, а студенты и преподаватели нашего училища вручили ветеранам ценные подарки. В этом году не как прежде маршрут для ветеранов был изменен. Все меньше участников войны остается. Все тяжелее, а многим уже за 90, продвигаться по улицам города. Как всегда, ветеранов с цветами встречают горожане и гости с силами. И как приятно было видеть детей детских садов Рукки Лили Пяктики. Благодарность вам, руководители и педагоги этих детских садов, и вам, родители, за воспитание своих детей. И, как всегда, возле памятника неизвестному солдату состоялся короткий митинг. Спасибо за то, что вы живы и находитесь вместе с нами. Пройдут годы, пройдут десятилетия, но навсегда останутся в памяти народные ваши ратные и трудовые подвиги, уважаемые участники войны. Ваш непосильный труд, труженики тыла, ваши страдания и лишения жителей блокадного Ленинграда. Сегодня мы празднуем великий день. 71 год с момента, когда закончилась самая страшная в истории человечества война. Нет светлее дня 9 мая, День Победы для каждого из наших семей, потому что в нас жива память. Память о героическом подвиге наших дедов и прадедов, о тех, кто ковал в тылу победу, о тех, кто оставлял свои жизни на полях сражений. Это генетическая память, которая живет в наших детях и в наших внуках. И наша обязанность, чтобы эта память жила и в наших правнуках. Сегодня весь мир склонил голову перед величием вашего подвига. Подвига на полях войны, подвига у станка, подвига в поле. Сколько жизней сломано, сколько детей-сирот после войны осталось. Ну что им сказать? Чем утешить могли мы их? Но горе, поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала: родимые, покуда идите, мы вас подождем. Мы вас подождем, говорили нам пажити. Мы вас подождем, говорили леса. И знаешь, Алеша, ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям, только пожарище на русской земле раскидав позади, на наших глазах умирали товарищи. По-русски, рубаху рванув на груди. Нас пули с тобой, что в бой, провожая нас. Русская женщина, по-русски, 3 раза меня обняла, что в бой, провожая нас. Русская женщина, по-русски, 3 раза меня обняла. С душой, проникновенно, бывший десантник, житель города Александр Городничев, чей дед погиб на полях Второй мировой, исполнил для всех песню. Пришла война в просвете дня,
обрушился гнев на землю Божий, и стал солдат, взял автомат и прошептал: помилуй, Боже. Жене сказал: молись и слез не лей, прости за все и жди. Ты только жди, ты жди меня, родная, все годы жди, и я к тебе вернусь со злой войны, где все мы умираем за отчий дом и за святую Русь, за детский смех и за горбушку хлеба, за сыновей, родных и дочерей. Молись сильней, чтоб нас хранило небо, чтоб мы домой вернулись поскорей. В честь праздника 9 мая в небо взмывают воздушные шары. Автобусами участников доставляют в Синемя, где по традиции возлагают на братские могилы венки и весенние цветы. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и уважаемые жители нашего города, поздравляю вас с великой победой, 71-й годовщиной победы над немецко-фашистскими захватчиками. Желаю всем доброго здоровья на долгие годы. Те бессмертные полки, которые идут во многих странах, говорят о том, что никто не забыт и ничто не забыто. А День Победы дан нам для того, чтобы мы хорошо помнили, что войну решают начать единицы, а гибнут в ней миллионы. И надеюсь, что эти миллионы способны противостоять этому страшному слову «война». И да здравствует День Победы! У мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день победы, ворогом пропал. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы, ворогом пропал. Это праздник, сединою на висках. Радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы, день победы. На глазах. День победы, день победы, день победы. Второй раз в городе проводится акция «Бессмертный полк».
В этом году, как никогда, массово проводилась она по всему миру, от Австралии до Америки, от России до Израиля. Те, кто хочет подменить, подсунуть нам ложную историю, содрогнулись, наверное, от такого количества в мире людей, помнящих своих солдат, дедов и прадедов, свое наследие. В 17 часов многолюдная колонна движется по бульвару. Звучит русское «Ура!», а «Ра» в русском языке – это первоначальный, божественный, сияющий чистый свет. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Наши нервы как струна, стоят в строю отцы и деды, кого бросала под война. Бессмертный полк, и будет жить веками. Бессмертный полк, победы наши пламя. Бессмертный полк, бессмертный рядом с нами. Бессмертный полк, бессмертный полк. Бессмертный полк, ты будешь жить веками. Бессмертный полк, победы наши пламя. Бессмертный полк, бессмертный рядом с нами. Бессмертный полк, бессмертный полк. В колонне мы видим детей, несущих портреты своих прапрадедов. Они знают историю, правдивую и неистребимую. Детки, ну прежде всего спасибо вам, что вы пришли вот своими прадедами. Я уже не знаю, как и выговорить-то. Соня, ну что ты знаешь о своем дедушке Василии Михайловиче? Ну, не стесняйся. Ты пришла сегодня в такой праздник, не стесняешься. Отвечай. Он освобождал Крым. Он вернулся с войны или погиб на войне? Расскажи. Он вернулся с войны. Слава Богу. Так. Ну ладно, ты волнуешься. Ну, Нита, продолжай, пожалуйста. Это мой дед Александр Августович Робинс. Наверное, прадед. Прадед. Ага, да. Он воевал в Финляндии, финскую войну. Он, к сожалению, умер от ран перед самой Отечественной войной. Похоронен на братской могиле в Волхове. В Карелии, да? Или Волхов? В Волхове. Юра, ну давай, продолжай.
Мой прадед родился... Прапрадед, Юра, Мой прапрадед родился в 1892 году и пропал без вести в 1942 году. У него было 5 детей, и мы его недавно, 3 дня назад отыскали. Так как он пропал без вести, мы его 3 дня назад отыскали, Нашли братскую могилу, где он похоронен? Да, в Старой Руси. Олег, я не боюсь ошибиться, но было около 2000 человек. Скажи, пожалуйста, почему же эта акция набирает обороты и почему люди все активнее и активнее принимают в ней участие? Я думаю, что для каждой семьи это настолько трогательная дата, потому что, с одной стороны, праздник общий, а с другой стороны, он очень личный. Поэтому для каждой семьи это огромное значение имеет, и в каждой семье есть погибшие. И не 1, а 2, и 3, и даже больше. И пока в семьях будут давать воспитание те, которые помнят о войне, я думаю, эта акция будет продолжаться, я не побоюсь этого слова, в века. Я согласен с вами, потому что нам ветераны передали эстафету. Мы не имеем права ронять этот символ. Вечером в городском культурном центре прошел праздничный концерт, в котором приняли участие художественные коллективы города. Звучали песни о войне, танцевальные композиции с военной тематикой до слез растрогали зрителей. И, конечно, Лев Липкин и ансамбль «Явир» исполнили песню. Традиционная весенняя толока состоялась. В эти дни были убраны территории по всему городу. В толоке приняли участие жители города разных возрастов и занятий. Березовая роща – излюбленное место отдыха горожан. Но есть и те, которым после своего отдыха хочется оставить свой след в виде мусора. Хотя что делать с ним, с мусором, знает даже ребенок. Надя, скажи, пожалуйста, вот то, что сейчас собрала, кем это сделано? Я не знаю, но здесь очень много мусора. Скажи, пожалуйста, вот если бы ты здесь отдыхала бы или просто прогуливалась с родителями, с подружками, ты бы накидала бы пакетики от семечек, которые разлагаются около 100 лет? Скажи, пожалуйста. Нет, мы бы взяли с собой обязательно мешок и сложили бы это все в мешок. Вот спасибо тебе за это. Саша, где ж ты набрала столько мусора за 1,5 минуты? Это они набрали. Давай, Ева, продолжай. На той поляне, где около озера и речки. Яна, ты часто отдыхаешь вот в таких вот местах, в лесу, в роще? Нет, я боюсь клещей. Клещей боишься? А мусора ты не боишься? И стекол, которые здесь навалены, набросаны. Обратись, пожалуйста, к тем, которые мусорят. Пожалуйста, обращайся. Зачем вы это делаете? Ежегодно члены общества охраны природы, студенты Силамеевского училища, наводят порядок в ландшафтном заповеднике водопаде Лангевое. В этот субботний день Силамеевскому отделению эстонского общества охраны природы исполнилось 30 лет. Председатель Силамеевского отделения Владимир Миротворцев рассказал об истории создания в Силамее общества, о тех, кто встал у руля и долгие годы руководил работой природоохранников, об активных членах, вручил ценные подарки. Наше общество создал город при влиянии нашего эстонского общества охраны природы. И родоначальником, то есть первым председателем был Иосиф Васильевич Корчагин. Там есть его фотография, посмотрите. Это выдающийся человек, который после
Иосифа Васильевича Марина Константиновна взяла бразды правления Силомяйского отделения Общества охраны природы Эстонии. Уважаемые горожане, сегодня у нас юбилей. 30 лет Силомяйского отделения Общества охраны природы Эстонии. Мы, как всегда, совпал юбилей с месяцем охраны природы, с субботником Силомяи. И мы, как всегда, в ландшафтном заповеднике Лангевое. Здесь наши юбиляры, наши пенсионеры, ветераны, которых мы всех отблагодарили грамотами. И мы благодарим всех жителей города, которые способствуют работе нашего Силомяйского общества охраны природы. Всем низкий поклон. Благодарю за любовь к природе. Всего вам доброго. Природа в русском языке означает то, что окружает живущий род. А кто будет гадить, мусорить, ломать и крушить это? Только не люди. Давайте сохранять и умножать то, что вокруг у нас, то есть природу. Более 10 различных фирм работает на территории технопарка, бывший свинарник. В советское время это была территория города, сейчас это Вайворская волость. Но, несмотря на это, основная часть работающих в фирмах – силомяйцы. Андрей, на территории технопарка существует много различных фирм. В основном эти фирмы занимаются ремонтом машин, покраской и так далее, и так далее, и так далее. Чем же занимается ваша фирма? Наша фирма занимается авторазборкой, то есть утилизацией машины. Ну, на первый взгляд, такое неброское слово утилизация, но за этим стоит достаточно благородное дело, потому что мы уменьшаем нагрузку на окружающую среду благодаря тому, что возвращаем к жизни те детали, которые уже, в общем-то, люди хотят выкидывать. И так как автомобиль заканчивает свою жизнь, но вот наша задача вернуть их обратно к жизни и попытаться, чтобы они еще дольше послужили. Ну а то, что уже не подлежит повторному использованию, это тогда идет в дальнейшую переработку и опять же получает свою вторую жизнь. То есть металл переплавляется, резина там дробится и идет там в дорожные какие-то дела. Может даже при строительстве использоваться стадионов и так далее. Пластик получает вторую жизнь. Для кого-то будет, может быть, интересным фактом, что даже больше, чем 85% автомобиля, оно получает свою вторую жизнь, а не идет в отходы. Андрей, здесь огромное количество разных марок. От Citroёn до Volkswagen, да даже Chrysler здесь стоит. Человек, который хочет купить бэушную деталь, что он может сделать? Приехать и купить? Это просто? Это очень просто, да. Самый простой способ, конечно, приехать и посмотреть, что есть, какой выбор есть, и подходит, не подходит. Есть, конечно, интернет-ресурсы, на которые можно обращаться, и поисковые системы, которые, ну, не буду делать рекламу, найдут люди, да. Там уже все делается по запросам, нужная информация забивается в свои какие-то поля, и отсюда подбирается запчасть, мы можем высылать ее почтой. Ну, в общем, все возможные доступные способы обрабатываем. Вот еще эвакуатор стоит. Какие могут услуги быть? Ну вот человек, если желает, например, сдать свой автомобиль на утилизацию, а он своим ходом сюда добраться не может, то всегда поможем его доставить сюда на утилизацию с помощью своего эвакуатора. У нас эвакуатор достаточно, ну, таким жаргонным языком выражаясь, заряженный. На нем есть и кран, и лебедка на платформе, платформа гидравлическая, и лебедка на кране на самом, и так называемые очки. То есть это, ну, самый такой заряженный вариант. Также буксирные услуги оказываем, если кто-то попал в беду. Все-таки аварии у нас случаются. На гололед часто люди попадают и улетают куда-то там в канаву. Там тоже всегда готовы помочь для этой цели. Соседи у нас спутник. Мы всегда им доставить там стройматериалы, все что угодно, ромашка, садоводы, добро пожаловать. Мы продолжим рассказ о работе фирм на территории технопарка. В Силомяевском молодежном центре Ульи открылась традиционная выставка работ кружковцев «Веснушки». Дизайн по коже, костюмы для кукол, бисероплетение, картины – все это можно увидеть на экспозиции, расположенной на 2 этажах Улья. В Силомяевском молодежном центре по интересам Ульи до конца мая работает выставка прикладного творчества участников кружков, а также учеников отделения изобразительного искусства.
Уважаемые родители, я хочу вам напомнить, что в нашем центре работают кружки не только для детей, но и для взрослых. Поэтому в мае вы можете прийти посмотреть выставку, а также познакомиться с работой кружков. И если у вас появится огромное желание, вы можете сами выбрать какое-то занятие для себя, а также записать в понравившийся кружок своих детей. Добро пожаловать! 16 мая в 19 часов в городском культурном центре состоится спектакль организованного недавно в Силамяе театра. Режиссер Ирина Пархоменко. И кто сказал, что в Силамяе застыла культурная жизнь? Девять самоуправлений Идавирума приняли участие в спортивных днях, которые прошли в спортивном комплексе «Калев». В 5 спортивных видах из 6 первые места у наших физкультурников. И как итог, первое общекомандное место. И, как говорится, в здоровом теле здоровый дух. И не пристало силомяйцам при наличии такого количества спортивных сооружений проигрывать. В минувшую субботу на тропе здоровья прошли соревнования по спортивной ходьбе. В Кубке Эстонии приняло участие рекордное за последние 20 лет количество спортсменов. И вновь порадовали наши ребята. Первое общекомандное место. Итак, сегодня 5 мая. День благотворительной эстафеты, которая проходит в нашем городе уже с 2009 года. И мне очень приятно, что ребята поддерживают каждый год. И в этом году 22 команды всех школ города участвуют в этом благотворительном забеге. Они несут благотворительную рекламу на футболках, которые организаторы в этом году подготовили очень красочными. И наши желтые футболки – это реклама на детских ногах, которая поможет многим-многим ребятам в реабилитационном центре получить помощь. И дай бог тоже очень быстро встать на ноги и даже побежать. 14 мая этого года, это субботу, приглашаю я всех на лестничный забег в городе Силамяе. Это новая традиция бегов по городу и дистанции 10 километров, 5 километров. Мы пробегаем тропу здоровья и на улице Ранна, и по лестнице наверх на улице Кеск, и финиш и старт у спорткомплекса. Приглашаю всех с малого до возраста спортсменов и также простых горожан, которым важно свое личное здоровье. Здравствуйте, уважаемые любители баскетбола. В прошедшее воскресенье в городе Тарту состоялся кубок имени тренеров Кулума и Анарица. Традиционный турнир, престижный. И впервые за многие годы силомяйская команда 2004 года одержала победу в этом турнире. Также хочу вас порадовать, что в этот год мы вышли во всех возрастах в четвертьфинальные игры чемпионата Эстонии. 8-11 мая в городе Силамяе состоятся четвертьфинальные игры чемпионата Эстонии по баскетболу среди девушек в возрастах до 18 и 16 лет. О результатах вы узнаете в следующих передачах.